Около года назад группа молодых юристов приступила к работе над проектом конституционной реформы. После событий 27 мая тема политического реформирования стала особенно актуальной. Ни для кого не секрет, что к событиям, произошедшим в конце мая, привела неограниченная власть президента. Это и послужило толчком для скорейшего завершения работы над проектом реформы. Разговор о реформе Конституции, он стал все более актуальным, он стал все более востребованным, и поэтому возникла необходимость предложить обществу хотя бы один вариант реформирования. Тогда мы, собственно говоря, и провели ряд встреч с политиками, журналистами, общественными деятелями, для того, чтобы получить первичную обратную связь о том, что мы подготовили, а затем мы провели публичную презентацию. 2 июля прошла презентация проекта. На ней были представлены статьи реформы и способы ее внедрения. Основной смысл политического преобразования состоит в ограничении власти главы государства и разделении полномочий между парламентом и президентом. Сама концепция модели предполагает уход от президентской республики в сторону смешанной республики. Под смешанной мы понимаем такой баланс сил, когда ни президент, ни парламент не имеют абсолютной власти, когда они в ходе политической конкуренции борются за доминирование. Безусловно, у проекта есть свои минусы и плюсы. По словам Олега Папаскири, реформа будет работать лишь в том случае, если проводить ее полностью, не исключая каких-либо частей. Реформа – это всегда изменение уклада жизни, который провоцирует определенные лишения, определенные ограничения в чем-то, некий порядок, некие ломки правил, которые неизбежно кому-то дают некий дискомфорт. И, разумеется, такие условия, они препятствуют реформе всегда и в любом обществе. Соответственно, если удастся их преодолеть, то реформа имеет шанс быть реализованной. Майские события показали, что жители Абхазии устали от монопольной власти президента. Они хотят перемен. На Брехаловке с нами охотно поделились своим мнением о реформе Конституции, ограничении полномочий президента и надеждами на будущее. Президент должен, выполнять те задания, которые принимают решения правительства. Но все структуры он должен контролировать, но сам непосредственно вникаться, делать этим вопросом, наверное, нет. Какие-то полномочия надо дать структурам. Один человек не успеет все проверить, все контролировать. И какие-то изменения будут. Мы надеемся на Рауль Хаджимба. Все должен президент посмотреть. Всех этих принимать у себя. Он с утра до самого вечера он принимает этих граждан принимает. А когда будут другие дела же есть, экономика, туда-сюда, и другие же есть, а вот там кто будет работать? Он то, что ему положено, он должен делать. Там немножко ограничения. Но парламент тоже имеет слово. Парламент, если захочет, он даже президента на месте поставит. Вот такой парламент тоже должен быть. Президент, и это у них взаимоотношение такое должно быть. Первый шаг к переменам уже сделан. Проект конституционной реформы разработан и перенесен на бумагу. Теперь осталось лишь воплотить его в жизнь. Ольга Джонова, Юлия Козлова, студия «Диалог». Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы продолжаем наши передачи, посвященные проблемам Абхазии, в нашей студии «Диалог». Сегодня первая запись, которую мы ведем после выборов, и первую же запись мы посвятили конституционной реформе. И это говорит о том, насколько значимо, по-моему, для нашей страны, для Абхазии проведение этой реформы. И споры в нашем обществе не утихают, а наоборот, с новой силой после выборов, я думаю, и во время выборов продолжаются. И о той форме государственного управления и кто в ней будет, чье будет верховенство президента или парламента. И я думаю, это хорошо, потому что, я думаю, коллективное осмысление тех проблем Абхазии, которые у нас есть, когда это все обсуждается, они все-таки, мы можем прийти к какому-то результату. Когда с новой силой вспыхнули вот эти споры,
интерес к этой теме. Выяснилось, что примерно год назад группа юристов, молодых юристов, руководил ими Алхас Тхагушев, имеют эту концепцию, которую разрабатывали в течение года. И вокруг этой концепции ее сперва презентовали, а затем начали обсуждать. Я думаю, плюс этой концепции заключается в том, что она разработана и написана. И поэтому сегодня вот мы тоже, наверное, будем говорить в основном вокруг этой концепции. И я рад приветствовать сегодня в нашей студии руководителя этой комиссии Алхаса Тхагушева, члена Общественной палаты. Сегодня здесь с нами Олег Папаскири, юрист. Также в эту группу входила Кама Джинджоли, юрист, преподаватель АГУ. Мы пригласили на нашу передачу известного юриста Тамаза Кецба, преподавателя АГУ. Также на передаче у нас Алхас Асланзе, юрист, и общественный деятель, ветеран войны Тимур Надарая. В этом составе, я думаю, в основном находятся люди, которые приверженцы этой концепции или поддерживают, или, так сказать, к сожалению, я приглашал оппонентов, но многие из них отказались, но я надеюсь, что в следующие передачи все-таки они придут, и в нашем эфире будет, так сказать, две точки зрения, которые будут нам оппонировать. Так что я призываю оппонентов принять участие в следующей передаче и не отказывать в участии. Алхас, я думаю, ты нам расскажешь вообще, как возникла эта идея и почему год назад вы начали вот эту... Такая инициатива была проявлена группой депутатов первого парламента нашего Золотого, Олег Несович Доминя, Станислав Лакоба, Валерий Гурджо. Я сейчас всех не буду называть, но вот эта группа, в общем, они обратились к молодым юристам. Юристы попросили меня тоже вот как-то координировать работу этой группы. И мы, в общем, начали, честно говоря, все были заряжены этой идеей. И, в общем, почему мы друг друга быстро, я думаю, нашли, потому что уже долгое время мы вместе на каких-то площадках или в личных беседах все это обсуждали. То есть идея реформы, идея того, как и почему это нужно, важно и так далее. То есть мы нашли друг друга, потому что мы понимали, что люди, которые в группу войдут, они должны быть заряжены этой идеей. То есть их не нужно заставлять или как бы навязывать понимание того, что эта идея нужна. То есть вот в этом плане на общественных началах мы собрались, начали работать. Путь наш был долгий, тернистый. В общем, поработали. Я не буду углубляться. На самом деле наша группа остановилась на так называемой смешанной форме правления. Вот презентация была, разные моменты были обсуждены. Люди, которые здесь присутствуют, тоже на этой презентации, по-моему, все или почти все тоже были. Но это один из возможных вариантов, как эта реформа может быть сделана. То есть так получилось, вышло. Мы совершенно как бы не предполагали, что сойдется там в одной точке, в одно время, да, там окончание нашей работы. То есть мы для себя в своей группе решили, что в мае мы должны обязательно закончить, потом презентовать и так далее. Но потом, вы знаете, случились известные там события и так далее. И так далее. Все-таки вот я хотел бы задать такой вопрос. То есть примерно год назад все-таки наше общество начало ощущать потребность в реформировании, потребность в том, что все-таки движется страна не так, и не происходит как контроля над властью. Что все-таки, как ваши ощущения, Олег?
Я думаю, что дискуссия на эту тему, она, конечно, возникла далеко не год и не два назад, потому что имели место быть и до этого официальные комиссии по реформе Конституции. И, собственно говоря, эта тема, она всегда была актуальна, всегда была обсуждаема, но очень часто она увлекалась самим процессом, не выдавая результат. Вот. Поэтому так или иначе различные общественные инициативы возникали, они проводили некую работу, и мы знаем, что есть и альтернативные предложения по реформированию Конституции. Но наша группа, она возникла тоже на волне такой добровольной абсолютно, то есть она была продиктована именно искренним интересом к этой теме. Собственно говоря, тогда, конечно, никто не думал о том, что будет в мае этого года, поэтому группа работала исходя из собственного плана и графика работы, не ориентируясь ни на какие события, либо на какие-либо стороны влияния. Вот. Но просто совпало так, что к завершению работы было 27 мая, и поэтому вопрос предложения некого решения, он стал все более актуальным. То есть я понимаю, что группа юристов объединилась для того, чтобы создать какой-то документ, чтобы предложить обществу. Но на самом деле мне кажется, что такой вот вопрос, да, что президентская власть, да, которая у нас функционировала, она, так сказать, обладая всей полнотой власти, она со временем начала влиять на все другие ветви власти, и судебную, и законодательную, и фактически подмяла под себя все ветви власти. Так? То есть вот ощущение вот такого вот авторитаризма, что ли, было, или почему вот пришли к тому, что надо предложить обществу другую модель? Можно? Я думаю, что если проанализировать вообще последние наши 15 с лишним лет, можно так сказать, то можно заметить одну очень важную тенденцию. Практически все выборы разных уровней, это касается и парламентских выборов, и президентских, и даже местного уровня, они проходят так или иначе с лозунгом реформ. И о них мы говорим уже действительно более 15 лет. И с этим лозунгом очень многие выборы выигрываются. И это далеко не первые, я так предполагаю, не последние наши выборы, где этот лозунг побеждает. Мне кажется, сейчас уже мы дошли до такой уже точки кипения, можно сказать, когда просто обсуждать, что нам нужны реформы, уже недостаточно. Общество настолько уже наслышалось, что нам нужны эти реформы, настолько к этому готово, что мы наконец-то дошли до такого уровня, когда необходимо обсуждать, какие именно реформы нам нужны. И здесь как раз-таки возникает проблема. Все мы разные люди, у нас у всех разные представления о том, какие эти реформы, как их проводить, что мы подразумеваем вообще под этими реформами. И нужно понимать, что когда мы поддерживаем человека, который за реформы, мы не всегда знаем, что за этим скрывается. По одной простой причине. Наши кандидаты в депутаты, в президенты далеко не всегда раскрывают, что они подразумевают под этим. И вот сейчас как раз-таки появляется возможность, когда можно открыто обсудить, кто какую форму правления видит, кто считает, какие именно полномочия должны быть у президента, у парламента, какой должна быть судебная власть. И здесь проблема заключается в том, что если бы у нас это видение было, и мы планомерно, и можно даже сказать плавно к этому шли, то это был бы эволюционный путь развития. Но мы за этот промежуток времени ничего практически не делали, либо делали настолько незначительно, что это не нашло никакого отражения. И сейчас нам нужны кардинальные какие-то перемены, которые должны нам дать большой скачок развития. Насколько это возможно и реально, это, конечно, вопрос, который требует обсуждения. Я, насколько знаю, была комиссия по конституционной реформе, и возглавлял эту комиссию Тамаз Иванович. Или что это было? Президент возглавлял комиссию. Я возглавлял рабочую группу при этой комиссии. Расскажи, значит, какие-то попытки все-таки президент были? Возглавлял. Да, Кама правильно сказала, потому что и в избирательная кампания 2004-2005 года тоже происходила под флагом заявленных реформ. Тогда тоже ощущалась усталость общества от засилия этих чиновничества, от коррумпированности государственных органов, отсутствие продвижения вперед, в первую очередь, социально-экономических
вопросах. Вот. И в 2004 и 2005 году избирательная кампания тоже происходила, в том числе и под знаком, и под флагом, если хотите, необходимости проведения конституционных реформ. И такая комиссия вскоре после выборов была создана, а именно в 2005 году возглавил ее президент Багапш. Вот. Я возглавлял рабочую группу, которая была сформирована, поскольку сама комиссия во многом составляла из людей, скажем так, которые выполняли представительские функции, да, президент, вице-президент, премьер-министр там, и так далее. Вот. То мы быстро поняли, что нужна такая рабочая группа, вот, состоящая из профессиональных юристов, которая бы готовила определенные наработки конкретные и выносила бы на заседание этой комиссии по конституционной реформе. Вот. Какое-то время спустя мне как-то пришла в голову мысль, что, в общем-то, работа застопорилась. То есть она не имела какого-то продолжения, да? У меня сложилось впечатление, что комиссия существует ради самой комиссии. Да? Происходит некая имитация. Да? Я перестал ощущать, то есть утратил вот это ощущение, что эта комиссия действительно нужна нашей власти, поэтому я покинул ее ряды. Вот я знаю, что Тимур создал группу в интернете, которая также в социальных сетях за реформы. Вот чувствуется, тогда еще год назад, вот эта вот атмосфера того, что все-таки опять общество возвращается к этой теме, что нужна конституционная реформа и вот движение в этом отношении? Я думаю, что эта тема никогда не сходила со сцены. Другое дело, что были всплески, когда она особо остро поднималась. Они были всегда там связаны и с выборами, когда политическая активность усиливалась, поднималась эта тема. Но так как она поднялась перед этими выборами, я думаю, что так сильно она еще так не звучала никогда. И это обусловлено тем, что очень много людей, я считаю, что они поняли, что так, как мы живем, так жить нельзя, и надо в этой стране что-то менять. Естественно, эти люди разных политических, можно сказать, и лагерей, и с разных сторон, и вот их эта идея объединила. И вот спасибо этой группе, которая подготовила реальный проект, работала над ним, там у него могут быть какие-то минусы, плюсы, сейчас не об этом речь. То есть она предложила реальный проект обществу. Другие группы предлагают своего видения. Я думаю, что мы должны прийти к какому-то консенсусу и прийти к тому, что в парламенте работа проводится неплохая, насколько я знаю. И я думаю, что в течение 2,5 лет это максимум, на что может еще ждать наше общество, такой кредит доверия такой, да, с властью, что она в течение, и то надо видеть, что она движется по этому пути, что она такой кредит доверия может дать для проведения этих реформ. В течение 2,5 лет, я думаю, что эти реформы должны быть воплощены в жизнь, и с новым парламентом они должны уже полностью изменения все конституционные произойти. Ты имеешь в виду до парламентских выборов? Парламентским выборам, да. Вот я почему говорю, 2,5 года осталось до парламентских выборов, чтобы они полностью... Конечно, там поэтапно будет это все происходить, но я думаю, что вот эти 2,5 года мы должны завершить эти реформы и начать жизнь с новым политическим устройством государства. Вот расскажите, почему все-таки эти полномочия, которые сегодня у президента, они должны быть распределены между парламентом, президентом, Верховным судом. В чем суть ваших предложений?
Давайте об этом поговорим. И почему все-таки мы хотим, и что мы предлагаем? Я думаю, что раз мы настолько активно в нашем обществе обсуждаем вопрос необходимости реформ, то значит мы чем-то недовольны. А чем мы недовольны? Когда мы задаемся таким вопросом, то мы неизбежно приходим к выводу, что нынешняя система, она неэффективна. То есть сосредоточение всех полномочий в рамках и в руках одного человека, непосредственно президента, нашим обществом не воспринимается как эффективная система управления. И нам бы хотелось, чтобы эта ситуация изменилась. И здесь очень важно понимать, что как явление, как институт, президент в нашем обществе воспринимается как необходимость. То есть мы не можем просто от него отказаться и думать, что это решит все наши проблемы. Нам необходимо, чтобы какая-то часть его полномочий перешла в парламент. По крайней мере, мы так вот, можно сказать, среднестатистический гражданин думает о том, что это необходимо. И когда мы начинаем думать, какие именно полномочия, вот здесь возникает определенная проблема, поскольку вот это и есть определенно, скажем так, политическая борьба каких-то сил. То есть здесь возникает вопрос, если политическая сила приходит к власти, становится, допустим, ее кандидат становится президентом, то ей необходимо сохранить вот эти властные полномочия и гораздо легче управлять. Главная характеристика сегодняшней системы нашей в том, что чиновники воспринимают свои посты как инструмент для того, чтобы зарабатывать деньги, ренту какую-то, значит, они получают с этого. То есть общество говорит о том, что сегодня в нашей системе, будь то президент, будь то депутаты, разницы нету, кто будет получать эту ренту, да? Вот в чем этот баланс властей, вот в чем... Как это должно быть выражено? Потому что на самом деле больше всего, наверное, есть и положительные примеры президентских стран, есть положительные примеры парламентских и так далее. Но мне кажется, что больше всего народ был недоволен тем, что чиновники, получив эту власть, использовали как инструмент для получения ренты. То есть это коррупционная составляющая. Поможет ли? То есть, честно говоря, для простого человека, какая система управления, парламентская или президентская, большой разницы нету. Чем поможет это вот простым людям? То есть вот так вот бы я сказал. Может быть, это позволит более открытой быть той или иной власти и позволит какие-то процессы, происходящие в государстве, сделать публичными. И тогда у обычного гражданина появится доступ к определенной информации. И исходя из этой информации, он уже будет, соответственно, реагировать. То есть, если человек не знает, что происходит в рамках парламента, или какие соглашения подписываются, или какие нормативно-правовые акты подписываются президентом или премьер-министром, ему тяжело оценивать их деятельность. Она действительно эффективна или неэффективно, согласен он с этими поступками или нет. Мы в данной ситуации сейчас мы наблюдаем, когда человек действительно принимает какое-то решение, и, к сожалению, мы не в курсе, что действительно там происходит. Может быть, это полезно для нас, а может быть и нет. И у нас нет вот этой возможности оценить действительно во всеобъемлющем, скажем так, аспекте. Вот Кама говорит о том, что мы не знаем о том, какие решения приняты. Это вот действительно только часть вопроса. Но ведь мы же являемся с вами свидетелями неэффективных мер, которые принимались. Вот когда мы первую часть вопроса рассматривали о том, что нужна конституционная реформа. Почему она нужна? Потому что у нас выборы 2004-2005 года были таким апогеем принятия таких неэффективных мер. И эти внеочередные выборы тоже явились результатом каскада общественных скандалов, политических скандалов, которые один сменял другого на протяжении нескольких лет. И вспомните, эти скандалы у всех на слуху. Это и кредиты, это решения, на которые общество не получало ответы. Это проверки Счетной палаты Российской Федерации, это паспортизация. И это шло бесконечно, одним за другим. У нас сложился авторитарно-бюрократический стиль управления обществом. И он ассоциировался, конечно, в первую очередь с президентом. Но ведь было много претензий к парламенту тоже. Поэтому я бы сформулировал вопрос
Ливан, не так, что вот перераспределение полномочий, а реформа политической системы. Какого президента мы хотим видеть, какой должен быть парламент и какой должен... Все эти структуры, все эти ветви власти должны быть сильные, они должны отвечать своему предназначению. Да? И они должны принимать эффективные, они должны быть эффективны. Единственным мерилом, которое может быть для людей самым понятным, это эффективность принятия решений. А ни президентские решения, ни парламентские решения, ни судебные решения ни одна из этих ветвей власти не демонстрирует. Да, я еще тогда более конкретизирую вопрос, тот, о котором ты сейчас говоришь, я вполне согласен, но вот в обществе, критикуя вот реформирование, говорят, что в прошлой системе персональную ответственность за все происходящее нес один человек. А вот в парламентской, так сказать, модели ответственность будет размыта. То есть вот я хочу, чтобы вот на эти вопросы тоже вы ответили. То есть то реформирование, которое предлагается, на самом деле размыта ли там ответственность между депутатами или да? Мне кажется, что сама смена формы правления, конечно, мы можем и то, что мы изменим, можем тоже свести на нет. Понимаете, здесь смысл в чем? В том, что когда мы говорим, чиновники получали власть, сама система заточена так, что один чиновник, всенародно избранный, получал власть и потом ею пользовался. И когда мы говорим сейчас о парламенте, который неэффективен, мы можем видеть, наблюдать на этом кризисе, это очень хорошая иллюстрация, когда сначала 20 человек или там сколько-то могли голосовать за решение, которое ушедшая власть продвигала, а сейчас голосуют за другие вещи, например. То есть проблема в том, что вот я соглашусь с Томазом Ивановичем, это вопрос того, какое содержание мы хотим заложить в тот или иной институт. И тогда, может быть, вырисуется более сбалансированная, более эффективная система правления страной. То есть не факт, что мы и эту систему не загубим. Но я полагаю так, что если бы нам было за что держаться, да, то если бы у нас была более-менее эффективная форма правления президентская, то это да. А на сегодняшний день мы вот вспоминали уже, да, ретроспективно, 2004 год, это все те же лозунги. И, кстати говоря, сейчас многие из тех лозунгов, их вспоминали ушедшие власти, да, многие вещи уже были сформулированы и так далее, про это перераспределение. Но я хочу сказать еще другое, Ливан. Ты очень правильную вещь, мне кажется, здесь затронул. Это вот некий такой миф. Мне кажется, почему у нас реформа не идет? Почему мы столько лет топчемся на месте? Потому что вот этот миф, например, сейчас появился, и он сначала одной властью поддерживался, да, до 2004 года, потом с 2004 и по нынешнее время уже сменивший ее властью, что вот президентская власть – это обязательно сильный лидер. Но мы как-то, видимо, сами забываем свою совсем недавнюю историю новейшую, да, когда мы можем вспомнить самые тяжелые времена, которые мы переживали в новейшей истории Абхазии, предвоенные годы очень тяжелые, как мы помним, очень тяжелые, войну, а послевоенный первый год. У нас не было института президентства вообще, то есть его не существовало. Но был сильный лидер, и не один. Вот в чем дело. То есть, мне кажется, здесь мы здесь мы не должны идти на поводу вот у этих мифов, которые вот мы сами творим. Да? Я считаю, что здесь нужно содержательно смотреть. Потому что сама форма правления, например, парламентская, пожалуйста. Но сейчас в Абхазии никто не обсуждает в чистом виде именно парламентскую, или смешанная, да, скажем, которая сейчас более актуальна в дискуссии. Она совершенно не отменяет сильного лидера в стране. Она не отменяет ответственности и так далее. Да, или нескольких, потому что почему в стране должен быть обязательно один сильный лидер? В стране должна быть построена такая система
которая генерирует постоянно новых лидеров, которая ориентируется на несколько живых платформ политических, которая ориентируется на ответственный политический класс. Не на безответственный, когда, извините, большинство парламента сначала может одни решения принимать, а через полгода другие. Понимаете? То есть пусть никто не обижается, но мы сегодня имеем систему такой безответственности в политике. И мы должны, конечно, от этого уходить. Если мы содержательно, действительно содержательно, кропотливо сможем наполнить вот эти все ветви и сможем придерживаться, ну, конечно, если мы будем при этом нарушать все подряд, конечно, мы и эту систему можем загубить. Но держаться за то, что не работает, я думаю, не стоит. Тем более, что постсоветский опыт строительства показывает, что президентская форма правления, да, вот здесь, кстати, по-моему, ты, да, говорил, что есть и страны, которые президентской формой правления достаточно успешны. Безусловно, есть. Но, скажем, с парламентской формой правления успешных стран, я тебе скажу, на порядок больше. Их намного больше. То есть, если даже в этом смысле смотреть, что в мире происходит, я скажу, что успешных стран с чисто президентской формой правления не так много. Я думаю, здесь, вот я хочу, чтобы мы эти темы тоже затронули. На самом деле, как бы форма государственного устройства, она должна отражать определенные общественные процессы, которые в стране происходят, определенные традиции, которые были, да. Это обязательно, потому что на самом деле мы можем сказать о том, что Абхазия в советские годы, с 50-х годов, ярко было показано, что у нас гражданское общество, да, все наши каждые 10 лет митинги, выступления говорили о высоком гражданском сознании нашего народа. И, естественно, мне кажется, форма правления должна тоже помогать этому процессу, да, этому гражданскому самосознанию народа. Потому что если высокое гражданское самосознание, то и государство можно построить. Да? Если его будет низкое, ну, есть народы, которые многочисленные, но не имеют гражданского самосознания и не имеют своего собственного независимого государства. И поэтому, я думаю, вот эта вот тема, которую мы сейчас затронули, что, может быть, за 20 лет мы уже поняли, что эта форма правления нам не подходит, а подходит другая. Что ты думаешь, Тимур? Ну, если говорить о формах государственного устройства, как вы знаете, их три. Да, это унитарное, это конфедерация или федерация. Это форма государственного устройства. Другое дело форма правления. Вы знаете, соответствует ли менталитету нашего народа, вот если заходить, да, вот данная форма правления, когда вся полнота власти находится в руках одного человека. У абхазов всегда надо было спросить, это значит уважить. Надо было, даже если ты правильное решение принимаешь, о котором знаешь, что будет поддержка большинства населения, об этом надо спросить. Но когда ты не спрашиваешь, принимаешь решение, может оно и вернее, о выносе органа из Пицунского храма, сам принял такое решение, потому что там часть людей пролоббировала этот вопрос, но не спросил наверх. Это вызовет обратную реакцию, если даже это правильное решение. И вот форма, парламентская модель правления, о которой мы говорим, да, или там смешанная модель, она все-таки заставляет главные вопросы обсуждать в парламенте. Парламент не только законотворческий орган, это высший политический орган в стране должен быть. Самые главные политические решения должны приниматься именно парламентом. Не должно так быть, чтобы один человек, даже президент, имея полномочия, принимал гениев, если у нас гений какой-то, да, такой, который понятно, хорошо, как известно, у нас не может быть все время гении какие-то президенты. И такие же люди со своими и ошибки совершают. И для этого должна быть какая-то процедура. Потом, что дает парламентская система? Она дает конкуренции во власти. В парламентских системах неустойчивые правительства в основном. Мы что наблюдаем при президентской форме правления? У нас одни и те же люди десятилетиями сидят на месте.
Потому что президент решил, они в хороших отношениях с президентом не трогают. А в парламенте это не может происходить. Все-таки там большинство принимает решение. Там какая-то конкуренция начинается. Пусть даже каждый родственник своего захочет протащить, да, в министр. Но да, 19 человек все захотят, и все-таки это бурлит, там не спит, там не может быть вот такого болота полностью, когда парламент обсуждает. Вот если вспомните, вот мы там, такое было, да, золотой парламент, да, вот первый парламент. А после этого даже многие, даже спикеров не вспомнят всех парламентов, которые у нас были. Почему? Ну, там много других каких-то вещей было, но все-таки парламент имел полномочия. Он решал главные вопросы, и он за это остался в истории, таким запомнился. Он назначал и министра, и председателя Верховного Совета Владислава Ардзинбе избрал, и принимал там решения о войне, там, мире и других. Все-таки у него была власть. Но когда понадобилось эта власть сконцентрировать в одних руках, создали Государственный комитет обороны быстро и передали власть кому нужно. Правильно говорит Алхаз, никому вообще не было института президента, что мы войну выиграли без этого института. И я не скажу, что это было менее эффективное правление. Конечно, ответственность, конечно, все можно загубить. И парламентскую систему, и все, что хочешь, можно выхолостить. Все, что туда заложено, если у нас не будет элементарного исполнения закона. За это нам надо как бы с одной стороны усилить, да, эти все вещи контрольные, да, и пойти по пути реформ. Это не так просто, как кажется, с одной стороны. С другой стороны, мы не можем все время говорить, и мы должны когда-то ее начать. Вот Алхаз затронул еще одну тему, которую я тоже хотел бы поднять. Вот тема лидеров, да. И в нашем обществе отмечается, что в последние годы очень мало таких ярких политических лидеров, да, появилось. И не факта, то есть это политическая элита, создание политической элиты. Все-таки не помогает ли созданию политической элиты партии? И предусмотрено ли в вашей концепции вот усиление роли партии? Вот, Олега, я хотел бы спросить, вот, да, одна из таких задач, которую мы ставили перед собой, она была связана именно не только с изменением самой конструкции органов правления и их взаимодействия, а также с воздействием на политическую среду и на политическую культуру общества. Безусловно, это важные аспекты, потому что они формируют общую атмосферу общества. То есть те ценности, те ожидания, которые общество проявляет к власти, те правила реагирования и те правила диалога, которые возникают между обществом и властью. И здесь можно, конечно, думать о разных путях, но мы особую роль и особую важность придавали именно партиям. Партии как очень важные политические игроки, очень важные политические элементы этой среды, которые позволяют концентрировать ресурсы, возможности, интеллект людей. И именно в этой среде, на наш взгляд, существует реальная возможность для политического роста, для появления политика-профессионала, который не просто вышел с голой инициативой и уверенный в себе, а человек, прошедший некий путь, где он осмыслил ситуацию, осмыслил инструмент, который имеется, и где он пробивается по лестнице вверх путем конкуренции и работы, а не случая, либо неких обстоятельств. И в этом очень важная такая, скажем так, скрытая, но очень долгоиграющая сторона этой схемы, потому что таким образом она закладывает такие ростки здоровых личностей, здоровых сред для формирования новой качественной политической идеи, которая нужна обществу. Ну, я бы еще добавил, вот, если мы как государство хотим пойти по партийному пути, то есть по пути строительства партий, то, естественно, партия должна давать что-то человеку, который в нее вступает, который
примыкает к ней. Это место в правительстве, в парламенте или что-нибудь такое. Поэтому у человека будет мотивация, и лидеры, люди с амбициями, люди с творческим каким-то подходом к государственному делу, они будут стремиться в партии идти. Сегодня же у нас партии это группы по интересам каким-то, то есть особо такого толчка к политической карьере партия не дает. Если нам нужно, чтобы у нас были сильные партии, то есть будет консенсус по этому поводу, это могут быть разные мнения. Если нам нужно, то нам надо наполнять партийное строительство именно этим смыслом. То есть участие партии напрямую в формировании или правительства, или еще каких-нибудь органов государственной власти, ну, парламента, допустим, или парламента и правительства. Тогда будет стимул. И тогда в партийной среде через партии могут проявляться вот эти лидеры. На самом деле нам нужны лидеры не только в политическом деле, но и вообще во всех сферах нашей жизни. Партии это могут делать, то есть там же, когда будут распределяться портфели через партии, им нужны будут специалисты по сельскому хозяйству, специалисты по модернизации, по тому. То есть тогда, может быть, партии вообще будут внушительную роль играть в нашем обществе. На самом деле вопрос партии, он действительно очень актуален, и в нашем обществе вообще нужно отметить, что наше законодательство, оно, к сожалению, делает все, чтобы партийная система так у нас и не сложилась, и партии не развивались. И мы своей основной задачей, формулируя и закладывая определенную систему именно выборов, хотели простимулировать создание партий и добиться максимальных, скажем так, выгодных, хороших, комфортных условий для их развития. И исходя из тех полномочий, которые мы заложили в модель, мы предусмотрели пропорциональную систему, то есть когда выбираются сугубо по партийным спискам. Мы не говорим, что это абсолютно вот такое решение, которое единственно верное, единственно правильное. Для полномочия могут распределяться совершенно разным образом, но мы считаем, что сегодня, на сегодняшний день, для того, чтобы действительно дать большой толчок и стимул для развития партии, необходимо, чтобы выборы в парламент проходили по партийным спискам. Необходимо предоставить максимальную возможность партиям прийти во власть именно парламента и уже через парламент пробовать свои силы. Это действительно станет стимулом не только для формирования партии, но для их развития. На сегодняшний день у нас партии существуют от выборов к выборам, и то достаточно в таком аморфном состоянии. И нынешним политическим элитам можно сказать, что это достаточно выгодно и удобно. И нынешнее законодательство, оно действительно позволяет им в таком состоянии находиться. Нам же нужно законодательство, которое заставит их работать, и работать эффективно. И там действительно возможен рост, возможно появление лидеров, и возможно еще возникнут такие условия, когда человек, у которого амбиции гораздо выше, чем он может себе позволить, когда его способности не настолько, может быть, активно выражаются, он поймет и найдет для свою самореализацию в чем-то другом. Не обязательно быть лидером партии, чтобы быть эффективным работником этой партии. И не обязательно быть спикером в парламенте, но можно быть эффективным депутатом в парламенте. А можно через партию, будучи оппозиционной партией, не находясь в парламенте, эффективно работать. Вот нам нужно законодательство, которое даст эту возможность. И мы в модели предусматривали именно такую модель, которая, на наш взгляд, создаст такие условия. Насколько это у нас хорошо получилось, это, конечно, тоже вопрос. Еще одну тему я хотел бы затронуть. По вообще названию премьер-министра это первый министр, да, и коллегиальное принятие решений в кабинете министров это суть, например, английского парламента, где первый министр это первый министр, он обсуждая все проблемы со своим кабинетом, как бы принимает решения, координирует действия. Насколько важна вот эта вот коллегиальность и заложена ли в вашей концепции вот эта коллегиальность и принятие решения, Олег? Как вы верно заметили, именно главным элементом всей системы является коллегиальность. В чем ценность? В том, чтобы децентрализовать принятие решения, чтобы тем самым застраховать решение от необдуманности, от поспешности, от ошибочности, в конце концов. Защита от дурака, проще говоря. И, в общем-то, любое правительство, оно построено именно на этом аспекте. Но я хотел взять другую сторону работы правительства, ответственность.
Вот. И в этой связи очень, очень важный элемент, что если общество переживает фазу становления и пока политическая культура не на должном уровне и возможный кризис в обществе, то правительство, которое является таким вот основным игроком, реализующим политику страны, оно берет на себя эту ответственность. В нашем случае сегодня это делает президент. И в случае кризиса смена правительства всегда более мягкая и более безболезненная процедура, чем смена президента, как мы и понимаем. И это очень важный аспект, который позволяет стабилизировать общество в случае кризиса, нанося ему минимальный вред. Более того, реальная работа правительства, она позволяет менять, допустим, одного или двух, трех, либо всех членов правительства, при этом сохраняя в целом баланс и спокойствие в обществе. То есть делая это... То есть эволюционным путем. Да, то есть здесь очень важный момент, чтобы правительство работало, во-первых, не по интуиции, либо по настроению, а по программе, которая будет заранее озвучена, и таким образом общество имеет возможность сравнить и оценить качество работы, наблюдая реальную картину и заявленную программу. То есть четко обозначенные критерии и правила оценки качества работы, они налицо. И тут не надо быть экспертом. Ты просто живешь, ощущаешь жизнь и видишь обещания, и просто их сравниваешь. А когда нет программы, нету непонятные ожидания, неясная ответственность, конечно, возникает странная картина, которая и провоцирует кризисные моменты. Распределение полномочий, да, и это распределение ответственности тоже. И мы хотим, чтобы в случае этих реформ какая-то часть ответственности и на самом народе ложилась, да, на электорате, на избирателях, избирая, скажем, депутатов сельского совета, избирая депутатов собраний. И есть, конечно, это появилось, вот за 20 лет привыкли, что за всех там все решают. И вот как вот народ среагирует, он будет как бы брать эту ответственность. Понимаешь, вопрос стоит, а вдруг, скажем, народ, привыкший к тому, что за него все решали, и вдруг он, возложив на него ответственность, он не будет ею пользоваться как положено. Вот какие механизмы. Вот это самый такой момент, от которого мы никто не можем сейчас дать ответ. А что касается тех же реформ, понимаешь, дело в том, что мы должны понять, у нас президент остается только главой государства, а главой исполнительной власти это премьер-министр. При смешанных системах правительство подотчетно президенту, но подконтрольно парламенту. Вот такая формулировка. Конечно, смешанная система из всех стран, вот если по опыту, в меньшей степени она используется. Да? Если количество стран называется смешанной системой, их меньше, чем там, с президентской или с парламентской. Это не говорит о том, что она плохая. Нет, какая модель к нам больше подходит? Сколько бы мы не обсуждали, все-таки последнее решение будет за парламентом страны и за властью действующей, которая, да, за президентом, который готов идти. Мы можем здесь много моделей обсуждать, а решение все-таки будет принимать парламент страны и президент страны. И мы их еще лишний раз сюда проговариваем, даем посылы, такие сигналы, видим все противоречия, которые внутри. Но самое главное, ее нельзя бояться. Я боюсь, чтобы народ не боялся. Мы должны, это все в наших руках. Мы не в Москве не спрашиваем, не в Тбилиси, как раньше. Это мы можем ее дополнять, реформировать. Это бесконечный такой процесс. Его просто надо начать. На самом деле, правильно сказал Тимур, это процесс, который не должен стопориться на одном месте. Вчера мы жили в абсолютно президентской, суперпрезидентской республике. Сегодня живем там в президентской, уже может не суперпрезидентской. Завтра в смешанной, потом парламентской, может двухпалатному парламенту придем. То есть время всегда будет диктовать, и общество будет диктовать, в какую сторону
реформировать политическую систему. В конце концов, мы можем выбрать одно и, сбалансировав сам государственный механизм, прекрасно жить. То есть нам именно надо поймать вот этот баланс ветвей власти, когда они все друг друга контролируют, когда они открыты для народа. В какой именно момент мы это сделаем, тоже сегодня непонятно. Но правильно то, что мы идем в этом направлении, что мы видим недостатки и стараемся их как-то сгладить. Здесь момент какой? Мы сидим, живем, да, в ветхом здании. И вопрос в том, мы будем ждать, когда оно обрушится, и мы вместе с ним. Потому что, честно говоря, 2004 год, вспоминая напряжение этих выборов, вспоминая и до этого события мая. То есть мы имеем систему, которая нас подводит с завидной регулярностью, да, к очень опасной черте. То есть, понимаете, здесь момент такой, мне кажется, мы можем говорить о экономических и всяких других резонах, это, безусловно, все самое главное, но проблема в том, что если в какой-то момент вот эта система нынешняя, да, которая в итоге оказывается вот уже третий раз, вот третий вариант, да, президента был, это все равно авторитарная, все равно закрытость, все равно наличие кризиса и так далее. И посмотрите, что у нас происходит. То есть убогость этой существующей системы, она иллюстрируется вот чем. То, что 2004 год произошло, да, 2005 выбрали кого-то. И возникает вопрос, а будет ли у нас кто-то в политике еще, кроме власти? То есть мы тогда, например, ну вот давайте представим, что Хаджиба, например, сказал бы в какой-то момент, я не буду, там еще кто-то, да, и мы сидим и думаем, а будет ли у нас альтернатива власти? Вот сейчас, например, люди задаются вопросом, да, а вот те кандидаты, штабы, ресурсы и так далее, оформятся ли они вот, и будут ли они действительно эффективными оппонентами? Такого вопроса в принципе не должно возникать. Если такой вопрос возникает, это значит, что система, она не имеет никакой перспективы, как мне представляется. То есть если нет никогда какого-то противовеса, да, если нет людей заряженных, и не должно быть вопросов в том, что человек, который проиграл выборы, или партия, в нормальной системе никакой трагедии нет. Он меняет свой статус, он теперь в роли оппозиции. И он знает, что нужно делать. И в принципе, сама система должна позволять людям, которые не имеют, как бы так скажем, контрольный пакет, участвовать, а не быть отодвинутыми вот на задворки и ждать, пока вот критическая масса каких-то кризисов, скандалов и так далее выведет людей на улицы опять и так далее. Это, конечно, ненормальная ситуация. И вот мы как раз вот от этого главного зла и главной угрозы нашего общества мы должны поэтому сделать более сбалансированную систему, постараться. Конечно, всегда есть шанс, что мы можем загубить эту реформу, но есть шанс на то, что мы выйдем на улицу. Второй раз подряд, когда оппозиция побеждает на выборах, да, в нашей короткой истории, да, 2 раза подряд оппозиция шла на выборы с лозунгами, значит, демократизации, с лозунгами изменения реформы, контроля над чиновниками и не реализуется. Вот я хотел бы вот, в завершение нашей, так сказать, передачи все-таки обсудить, какие существуют механизмы, какие у нас есть механизмы воплощения вот этих реформ, как мы сможем все-таки их воплотить. Ну, то есть вариант имитации 10 или больше летней давности мы уже имеем. То есть мы имитировали, что мы хотим реформ, но теперь действительно вот интересно, получится ли у нас реально наконец решиться на что-то. Или мы так и останемся народом, который что-то хотел, но ничего не успел. Это вопрос для нас. У нас сегодня есть кандидат от оппозиционной коалиции, который стал избранным президентом и который шел с реформами, и эти намерения он намерен реализовывать. То есть политическая воля на данный момент существует. А это, я считаю, основным. Дальше уже дело техники, дело юристов, общества, обсуждать, выбрать концепцию и применять. То есть основное политическая воля
есть. Также есть политическая мысль, которая тоже формируется в какие-то концепции. Общественный заказ. То есть, в принципе, все эти пазлы, они существуют, надо их сложить умело, и у нас все получится. Все то же самое у нас было в 2004 году. Ну, это вот я как бы так говорю, к тому, что на самом деле люди сейчас говорят, пока мы дела не увидим, вот сейчас общество наше, оно уже научено тем горьким опытом, это не как бы не в пику людям, я считаю, что, конечно, я верю, что они искренне хотят это делать и так далее, но люди сегодня, мне кажется, в обществе, они говорят, и мои знакомые, когда они узнают, что вот я занимался там вот этой концепцией и так далее, они говорят, знаешь, Алхас, пока мы не увидим, что это реально сделано, мы не поверим. И они, в принципе, правы. Я думаю, что это вот нынешняя вот победившая власть, они должны это понимать, что словам уже в сфере реформ никто не верит. Должны быть дела. И, в принципе, я уверен, что если дела будут, люди, этот туман, это вот неверие, оно развеется. Это единственный способ, как можно это сделать. Конечно, в этой идее перехода от слов к делу, которая уже набила оскомин обществу, и общество уже устало слушать эти обещания, ожидания эффективной, взвешенной, сбалансированной и прочие хорошие системы, которые, собственно говоря, любая система должна быть хорошая, тут это лишь просто прилагательные, которые должны ее описывать. Люди хотят видеть конкретное предложение, то есть не декларацию о намерениях, о желании, даже если желание искреннее, а продукт. То есть некое конкретное решение конкретной проблемы, написанное на бумаге в виде законопроекта, в виде концепции, в виде чего-либо законченного и оформленного. Лишь тогда можно будет понимать, что сделан еще один шаг в этом направлении. Этот шаг будет базироваться на идее предложенного общества, и общество уже сможет, отталкиваясь от этой идеи, обсуждая эти предложения, идти дальше. Только лишь увидев конкретный продукт, можно думать о том, что есть продолжение. Иначе это так и будут дискуссии без конца. Ну, вот если вернуться, скажем, к тому, что говорил Тимур, мне понятно, чисто по-человечески понятно его опасения по поводу того, а возьмет ли эту самую ответственность наш народ, будет ли он ее использовать. Это ведь, в принципе, элемент политической культуры, который, скажем, прямо у нас она оставляет желать лучшего. Эта проблема на самом деле есть. Хотя, в принципе, нигде не надо прописывать, когда, каким числом народ должен требовать исполнения каких-то обязательств и так далее. Но у нас есть определенный политический опыт, особенно вот если брать 2000-е и современную вот на нашу вот новейшую историю, вот эти вот последние события и так далее. Это драматический опыт. Я думаю, что он бесследно ни для кого не пройдет, ни для одного из действующих политиков. Я думаю, он повлиял на всех нас, в том числе в плане того, что мы приобрели извлекли серьезные уроки. Я думаю, и те люди, которые сегодня пришли к власти, и те, кто будет через 2 года баллотироваться, я надеюсь на то, что это будет люди все-таки немножко в ином ключе думать. Но, наверное, этого недостаточно уповать на то, что вот есть некие уроки и так далее. Я вот хочу, так сказать, согласиться с тем, что самое было сказано по поводу того, что есть некий заказ общественный. И этот заказ, он должен быть выполнен, особенно в части того, что мы должны коренным образом поменять свою политическую систему. Мы должны, вот то, о чем сейчас говорили, модернизировать наши партии, сделать их реальным игроком политическим. Причем партии должны конкурировать между собой. Когда мы говорим об экономической конкуренции, как бы все ясно. Но очень важна политическая конкуренция. Если нет политической конкуренции, нет продвижения вперед. Если не приходят новые люди в политику, значит нет свежей крови, нет новых идей. Да? Я думаю, это многие люди все-таки сейчас понимают. И все-таки вот прошедшие события для всех стали уроком. И в первую очередь, я думаю, что для действующих политиков они стали уроком.
Вот. Ну и для общества тоже. Я думаю, что очередные парламентские выборы, и хочется надеяться, что мы все-таки проведем, вот как Тимур сказал, с новым избирательным законом, с тем, что мы действительно поднимем роль политических партий. Это будет для молодежи социальным лифтом, для тех, кто чувствует определенные политические амбиции, кто собирается стать профессиональным политиком. Вот. И я жду, конечно, много интересных идей о путях развития нашей социальной сферы, экономики и прочих. Вы знаете, еще у меня такой вопрос. Вот мы уже несколько циклов передач провели и приглашали на диалоги. У нас были интересные диалоги с медиками, с строителями, архитекторами, с экономистами и так далее. И вот у всех были свежие идеи, мы очень интересно обсуждали все. И вот у меня вот такой вопрос. Готовы ли вы, здесь сидящие, принимать в этом активное участие? Вот считаете ли вы, вот мы говорили о народе, да, Тимур говорил о народе, мы все представители народа, готовы ли мы сами, вот те, которые это говорим, участвовать в этом процессе? Раз мы уже здесь собрались и обсуждаем это уже, и является доказательством того, что мы не просто готовы, мы готовы активно участвовать в этом процессе строительства государства, в процессе того, чтобы оно наполнилось содержанием, для того, чтобы у нас было самодостаточное, эффективное государство, которым мы хотим гордиться. Мы за это воевали, погибали. И это не обязательно надо быть для этого министром, не обязательно надо быть для этого каким-то чиновником. Очень много можно делать и в общественных организациях, и в тех же партиях, находясь в каких-то которые несут идеологическую составляющую. Конечно, мы готовы, и мы должны зажигать людей, о которых я говорил, что вдруг кто-то побоится взять ответственность. Мы должны, страна должна как пчелиный улей так работать, люди должны чем-то заниматься, не должно быть такое количество безработных и в политической жизни, и в экономической жизни. Ее надо зарядить такой энергией хорошей, это зависит много от лидеров, от депутатов, от глав администрации, от тех людей, которые неравнодушно будут что-то реально делать. А так говорить только о реформах, Конституцию переписать, он для толчка, конечно, он даст толчок, но конкретные люди все это реализовывают на местах. От них, много зависит. И, естественно, я благодарен, что такая молодежь растет у нас в стране. Здесь много молодых людей, которые хотят видеть свою страну лучше, гордиться ею, понимаете. Должна такая цель стоять впереди и к ней идти. Без этого тоже это идеология. Мне кажется, не стоит недооценивать наше население и активность нашего населения. У нас очень много гражданских инициатив, и это люди совершенно разных возрастов, совершенно разных профессий и сфер. И очень много именно общественных инициатив. К сожалению, у нас мало площадок, где эти инициативы могут быть услышаны. И проблема конституционной реформы заключается в том, что нет площадки, где бы звучали друг другу конкурирующие идеи, где бы звучали разные группы, разные мнения. Это может быть парламент, это может быть комиссия, может быть какая-то еще другая группа. Но там должны быть конкурирующие идеи, должны быть люди с разными взглядами. Только когда между собой люди очень тактично и аккуратно спорят, тогда и появляется определенная идея у другого человека, появляется возможность оценить, насколько та или иная идея действительно имеет право на существование, и тем самым мы действительно повышаем правовую культуру нашего населения. С нашим населением никто не работает. Наше правосознание, оно растет и развивается само по себе. И даже в таких, честно говоря, не очень хороших условиях у нас очень много хороших гражданских инициатив. Им нужна поддержка. И нужна поддержка не только общественная, но и нужна поддержка и серьезное отношение тех чиновников, различных представителей партий и общественных организаций в том числе. Нужно просто начать работать. Каждому на своем месте. На самом деле, насчет участия, последние месяцы очень хорошо показали, что у нас
народ активно участвует в общественных, политических процессах, активно ими интересуется, и реально у нас очень хороший заряд от народа, и в каждом почти человеке есть этот заряд на изменения, на перемены. За какого бы кандидата не был человек, все равно он же благо хочет для своей страны, хочет этих изменений, позитивных изменений, изменений к лучшему. И реально вот общение с людьми, там, с простыми ребятами, там, более взрослое поколение, оно показывает, что люди интересуются, люди интуитивно понимают многие вещи. Возможно, у кого-то там нет юридического образования, но в какой-то другой своей сфере он видит, что надо менять, он видит, куда надо идти. То есть с активностью населения у нас проблем в принципе нету, это наш плюс, и этим надо пользоваться. Вот пользоваться этим мы пока особо не научились, кроме того, как собирать там людей и выдвигать требования уже радикального. Часто такое тоже бывает. Вот именно пользоваться инициативностью и озабоченностью, ответственностью людей за страну, вот этому нам надо научиться. Хасик, юристом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Да, согласен. Вот буквально два слова скажу. Мне кажется, что президент вновь избранный, да, и парламент в новой системе или в старой не будет доносить за каждого из нас мусор до мусорного бака. То есть это в принципе невозможно сделать. И когда мы выбираем президента, который будет это делать, мы себя не должны обманывать. Он должен создавать условия и так далее, и так далее. И мне кажется, очень важно то, о чем здесь уже вот говорил Тимур, это элемент, вот, связанный с ближайшими выборами в местное самоуправление. Вот этот блок, он один из самых нетронутых, я бы сказал, один из самых запущенных у нас. То есть, если мы сейчас обсуждаем, что в парламенте у нас было хорошо, было плохо, или президентский институт, то есть с местным самоуправлением у нас все, к сожалению, очень запущено. И вот здесь как раз, мне кажется, многие вопросы могли бы эффективно решаться. Конечно, в этом есть риск. В любом случае мы либо научимся доносить мусор до мусорного бака, либо нет. И никакой президент нас в этом смысле не спасет. То есть, если мы не хотим жить в мусоре, да, в бардаке, значит, мы должны научиться минимальной ответственности. И чем больше этой ответственности будет вот на низовом уровне, тем более ответственными будут у нас политики, потому что мы к ним уже будем относиться по-другому. Я думаю, это вот как бы дорога с двусторонним движением. То есть здесь не получается одно без другого. И лидеры должны чувствовать, что мы поднажимаем, да, и постоянно чувствовать, и понимать, что они не должны в нашей стране, где мы вместе живем и их выбираем, решать что-то за нашей спиной. Не должны, ни в коем случае. Они должны объяснять нам все. Но и мы тоже должны понимать, что там, где есть наша часть ответственности, мы должны это делать, а не просить президента. Вот мы говорили о том, 2004 год вспомнил Алхас, и о том, что ничего не произошло, в принципе, да. Тамаз Иванович тоже вспоминал о том, как комиссия там разошлась все по домам. Давайте, может, я не знаю, через 100 дней или через 2 месяца мы соберемся таким же составом и обсудим, может, уже какие-то подвижки будут к этому. Иван, по-моему, это и собирается делать. Эта передача на самом деле имеет цикличный характер, и программа «Диалог» готова предоставить свою площадку разным точкам зрения. Мы, наоборот, сторонники открытости в высказываниях, в дискуссиях. Диалог, он и на то дело, когда представляют две разные или 3 разные точки зрения. И поэтому первое, то, что, наверное, мы сегодня говорили о самых таких наболевших проблемах, как бы историю этих проблем рассказали. И самое главное, то, что к концу всех наших передач у нас появляется позитивное настроение, что наш народ, преодолев такие страшные в своей истории моменты, как война, как блокада, став политически более зрелым, на самом деле сегодня готов
к большим изменениям. И это вселяет очень большую надежду. И то, что в этот процесс вовлечено много людей, молодежи, это говорит о том, что у этого процесса есть будущее. Вот на этой позитивной ноте я хотел бы завершить сегодня передачу. Всем спасибо.